Сегодня у нас в студии любезно согласился ответить на несколько вопросов доктор философских наук, доцент, зам заведующего кафедрой политологии Московского государственного университета, профессор Краковского экономической академии Спиранский Владимир Игоревич. Добрый вечер. Итак, Владимир Игоревич, значит, насколько я знаю, вы приехали в наш город с благой намерением создать здесь лицей, бизнес-лицей. Да. Сразу вопрос. Название лицей – это что, дань моды? Или вот почему именно лицей? В общем, в народе лицей ассоциируется немножко с другим. Вот с бизнес-лицей это как-то не вяжется. Это, наверное, сразу не вяжется, почему бизнес, Да-да. а не это. Дело в том, что, в общем-то, мы собираемся сделать одним из основных направлений обучение основам предпринимательской деятельности, менеджеризма. Вот. И поэтому это направление не гимназии, а лицея, предпринимательская деятельность. Ну а в общем-то чисто филологически, чисто гуманитарно вот связать фразу, что предпринимательский лицей, это совсем как-то нам непонятно. Ну и у нас в стране уже не первый раз утвердились такие попытки, дошколят уже учат бизнес-лицей, бизнес-клуб. Ну, клуб это для детей. Ну, вот поэтому мы избрали такое название. Скажите, пожалуйста, вот сегодня существует много предложений от западных предпринимателей обучать наших людей и у нас, вот, допустим, рижские, ленинградские центры. Вот этим направлением, как давно вы занимаетесь? Это давно дремало, так сказать, у вас? Или вот сейчас вот только появилось? Видите, дело в том, что я по своему жизненному пути, я прошел путь от инженера, металлурга до доктора философских наук. И, в общем-то, начиная где-то с 1972 года, я в числе очень немногих, так сказать, наших специалистов занимался проблемами теории человеческих отношений. То есть то, что в те времена во всех учебниках и всеми специалистами, которые сейчас это пропагандируют, ну, мягко говоря, ругалось, если не сказать, преследовалось. Вот. И параллельно мы занимались так называемой техникой личной работы. Одним из таких ярких представителей книг это был Гаврил Харитонович Попов, сейчас никто не помнит, что он этим занимался, но он очень много книг написал «Техника личной работы руководителя». Поэтому мы этим занимались давно, опыт такой есть, и самое главное, у нас есть, в общем-то, большие связи, контакты среди ученых наших стран, кто этим всегда занимался. Вот. А что касается всех предложений, вот вы говорите, зарубежных фирм для нейронги, мне кажется, что для вашего рано говорить о том, Нет, я не имею в виду наш город, я имею в виду вообще советский рынок наш. Вот. Скажите, пожалуйста, цель создания вот этого лицея, что вы будете... Наши направления вы имеете, да. Вы знаете, мы уже встречались с многими родителями здесь и у себя это обсуждали. Иногда ждут от нас, что раз бизнес-лицей, и раз у нас основное направление подготовка детей для поступления в экономическую какую-то школу, там, в финансовую академию, сейчас такая в Москве открылась, в институт управления, в Московский университет, ну, туда очень тяжело поступить, пусть родители заранее знают, то, очевидно, многие ждут, что не являются ли мы чем-то репетиторами. В общем-то, мы саму идею репетиторства не отвергаем. То есть у нас в программе с 400 часов, которые мы хотим предложить, будет где-то часов 250, ну, такого в определенной мере репетиторства. То есть мы и дадим какие-то особые знания по математике, ну, научим преодолевать барьеры конкурсные, рогатки вот этих экзаменов. Вот, и по математике, и по языку русскому, и по литературе. И готовы, я знаю, что много желающих по биологии, химии, хотя это, значит, вроде далеко от бизнеса, но у нас почему-то к нам много просят тех, кто собирались в медицинский или биотехнологический вуз. Но это не главное. Для нас главное, вот для меня, как вот ставшего директором этого бизнес-лицея, это помочь ребятам города Неринги получить те знания, которые, в общем-то, в силу, ну, такой провинциальной отдаленности, давайте так, я думаю, не обижаю, они здесь не могут получить. И ребенок заканчивает школу, он не знает, что есть, скажем, специальная социальная психология, или структуральная лингвистика, или теория человеческих отношений. А он знает, что он история есть, ему это не нравится, а он потенциальный философ, он не знает разницу, он только слышит различия между общечеловеческими классами, ценностями. А в чем, так сказать, почему случился нравственный провал строительства нашего общества? Вот это он не знает, мы готовы этому научить. Возьмем за основу то, что, допустим, наших телезрителей заинтересовало ваше предложение. Давайте чисто так вот расшифруем, где вы будете заниматься.
Ну, вначале, пока у нас базовая организация, которая взялась координировать наши действия, это школа номер 13 вашего города. Ее телефон 42090, я еще раз повторяю, 42090, где мы вот сейчас 3 дня будем работать и готовы ответить на всякие вопросы, которые связаны, так сказать, с нашими проблемами. Значит, для того, чтобы помочь детям разобраться в себе вот сейчас на начале, для того, чтобы нам потом легче скомплектовать было группы не только по классам, а и по их интересам, понимаете, так сказать, в зависимости от того, кто-то больше математику знает и так далее. Мы сейчас в течение 3 дней проводим пробное тестирование не способностей, как психолог считает, а интересов, знаний детей. Пробное тестирование по тесту, опробированному уже около 5 лет мировой практики, тесту американского психолога Айзенка. Они отвечают нам на 65 вопросов. Мы затем проводим с ними индивидуальное собеседование, дважды притом, до тестирования и после. И даем какие-то рекомендации, вот какие предметы более нужны, какие книги читать и так далее. Вот мы 3 дня это тестирование проводим. Оно, поскольку мы на хозрасчете, оно у нас платно, 10 рублей за прохождение тестирования. А в дальнейшем обучение как будет строиться? Вы понимаете, здесь я очень боюсь сейчас как-то перепугать ваших, так сказать, телезрителей, потому что наш представитель приезжала сюда в феврале, и она, у нас точно была рассчитана сумма, вот, сколько стоимость годового обучения. Сейчас, вы понимаете, цена билета, цена гостиницы и так далее, она нами откорректирована в соответствии с новыми ценами. У нас получилось, если я точно помню, 2832 рубля за год. Там 400 часов это 400 часов программа. И там все у нас, и когда придут, чтобы мы с вами не затягивали, так сказать, внимание телезрителей, мы готовы сказать, что входит в программу. Какие спецкурсы, какие это. И вот как начало разговора, мы в эти же дни, вот параллельно у нас будут занятия, и не параллельно тестирование вот, проводить, и параллельно мы читаем спецкурс, который называется «Путь к жизненному успеху. Стратегия и тактика». Значит, спецкурс, занятия, не лекцию, это вот занятия с детьми, так сказать, вот такая беседа, вопрос, ответы. Вот. Он будет с частями проходить. Ребенок может прийти 3 часа, послушать. Вот, 4 часа последний день у нас будет. Или вот весь спецкурс. Естественно, так сказать, плата за весь спецкурс, как всегда это бывает, в таких организациях меньше, так сказать, снижается. То есть, если я правильно вас понял, 400 часов обучения, годовая программа, и это все заканчивается? Нет, вы знаете, у нас, этап? вы понимаете, у нас... мы так называли экспериментальный бизнес-лицей сейчас. Мне этот уже вопрос задавали, мы уже начали работать. Мы не можем и не желаем сейчас сказать, так сказать, ставить своей целью, что будет на следующий год. Почему, объясняю? Потому что мы набираем учеников 8, 9, 10 и 11 класса. В зависимости от того, какого класса дети ваши придут, уже, так сказать, у нас есть программа на этот учебный год. Когда за год они проучатся, мы несколько тестов проведем. Это станут другие дети. И мы уже будем знать их интересы. Кто-то хочет больше математику изучать, а кто-то психологию человеческих взаимоотношений. Что необходимо вам, чтобы начать работу, полноценную работу у нас в городе, вот в бизнес-лицее? Что для этого нужно? Какая-то материальная база, количество учащихся? Ну, вы знаете, мы встретили полное, вот когда мы приезжали, так сказать, наш представитель в феврале, то мы встретили полное понимание родителей. И что касается материальной базы, насколько я имею в виду, 13-й школы, у вас все есть. Нам надо как минимум 90 человек. Вот наш расчет, который мы можем 30 человек, но это будут совсем другие возможности. Нам надо 90 То есть человек. Будут прилетать специалисты с Москвы? Да, будут прилетать специалисты. И проводить здесь семинарские занятия, так? Ну, занятия. Значит, кто-то лекционные, кто-то, так сказать, семинарские, кто-то, ну, скажем, по технике рационального чтения. Я не скоро чтения, а рационального подчеркиваю. Скажем, сначала придет семинарское типа тестирование, как кто читает, затем научат, как надо читать. Вот, будут приезжать, ну, в основном, понимаете, мы не обещаем завалить нервными докторами, вам это и не надо. Вот, уровень примерно у нас такой, так сказать, это преподаватели, кандидаты наук или аспиранты. Вот, те, которые сами еще помнят, что такое конкурсный экзамен, я имею в виду, если касается языка и литературы, и математики. А что касается вот тех проблем, так сказать, общий мы называем курс, это, конечно, будет очень высокий уровень. Виктор Максимович Шепель, автор, в общем-то, единственной пока книги «Управленческая этика», вот, с которой мы 20 лет занимаемся, он обещает приехать.
по политологии. Мы готовы даже привести, я вот сказал, из перепугаться, мы готовы привести сюда, если родители не пугаются, у нас тема, когда мы говорим о мировых ценностях, значит, мы волей-неволей возвращаемся с проблемами ценностей религии. Значит, не просто специалиста традиционного по религии, но я готов лично, договоренность есть, привести Михаила Михайловича Кулакова, если родители не пугаются. Это ректор, не пугливые родители. да, это ректор первой в нашей стране учебного заведения, называется на семинаре, на академия церкви адвентистов седьмого дня. Я сразу говорю, я не верующий, вообще не могу быть вот по своим воззрениям, ну вот с ними я дружу, я у них читаю лекции, где они просто, они не проповедуют, они не молятся, они изучают Библию. То есть мы даже, если до этого дойдет, если будет желание родителей, хотя в программе у нас, еще повторяю, этого нет в программе. У нас в программе тема, ну скажем, революция и культура, сущность и причины противостояния. То есть вот проблема белых пятен. Как мы потеряли лучшие имена, ну, у каждого свои, для меня от Ивана Алексеевича Бунина, от Николая Гумилева, почему мы без них жили, и вот что мы имеем сегодня. Владимир Григорьевич, ну давайте допустим такой вариант, что все у нас получилось, все пошло нормально, человек закончил курс лицея, что он будет иметь на руках? Бумажка как? Вы знаете, вот когда мы говорили с вами, да, я как-то пошло у меня, что вот надо этот вопрос поставить, потом забыли, и вот вы меня на этот Время вопрос такое, нужна бумага на руках. вывели. Вы знаете, этот вопрос часто задается. Значит, ну, какую-нибудь бумагу, удостоверение мы, конечно, будем давать. Но у меня здесь принципиальная позиция. Значит, это, несмотря ни на какие контакты наши с министерством, а ведь сейчас у вас 3 министерства вами ведают, ваша республика, Россия и Союзная, у них разные требования. У меня такое личное понимание, что вот наш документ не должен не давать никаких дополнительных прав при поступлении в вузы. В лучшем случае наш документ, вот как вот несколько лет назад, лет 15 назад, когда поступали в вузы, как золотая медаль раньше была, при прочих равных условиях, вот тогда имеет преимущество. Почему я так говорю? Это, я еще раз повторяю, очень сложный вопрос. Для родителей важно, вот и нас где-то пропагандировали, что вот право поступления в вузы, вот, а у нас преподаватель этих вузов работает первоочередное. Нет. Первоочередное право этот ребенок получает, который у нас будет, только благодаря тому, что он получит знания. А иначе мы родим с вами очередную бумажку. Я вам понравился, вы мне понравились. Вы привели своего ребенка, и я ему дам, так сказать, эту бумагу. И он получит право, я принципиально против, чтобы в вуз поступали за то, что он сын рабочего, крестьянина, якута, удмурта. Я работал долго лет в Удмуртии и знаю, как принимали в вуз. Потому что удмурт 2 балла преимущества, а потом оказывается низкий уровень преподавания в школах, низкий уровень медицины. Давайте еще сделаем бизнес-лицей, будем давать документ. Родители заплатят нам тогда 2 раза больше, чтобы он поступил в вуз. Это пусть взятка. Просто узаконенная взятка. Да, узаконенная взятка.